1969 году, в 50 километров от города Алматы, в Исыкских курганах был обнаружен золотой человек. Захоронение было перекрыто бревенчатым накатом. Пол устлан деревянными досками, скрепленными железными скобами. Захороненным в кургане Исык сакскому вождю было 17-18 лет. Он лежал головой на запад на матерчатой подстилке, украшенной золотыми бляшками. Рост его был 165 сантиметров. Золотой человек был погребен в богатой одежде с оружием. Всего на его одежде насчитывалось 4000 украшений и пластин. На голове высокий остроконечный головной убор, на котором более 200 золотых украшений. Переднюю часть головного убора украшает изображение 2 крылатых лошадей с рогами архаров, а верх убора венчает фигура архара. Изображение фигур разных зверей и птиц, барса, архара, лошади, называется в искусстве звериным стилем. На шее у сакского воина золотое ожерелье с изображением головы барса. Красный кафтан из тонкой кожи обшит золотыми треугольными пластинами. На поясе справа висел железный меч в деревянных ножнах, слева украшенный золотом кинжал. Низ кожаной заправленной сапоги брюк украшен кантом из золотых бляжек. Голенища кожаных сапожек обшиты треугольными золотыми пластинами. На пальце нанизаны 2 золотых перстня. В захоронении обнаружено около 30 видов различной посуды. Прямоугольные блюда, черпаки, миски, серебряная ложка с изогнутой ручкой в виде цапли, перстень круглой формы и многое другое. По мнению ученых, золотой человек – сын царя сакского племени, юный вождь или полководец. Золотой человек стал символом независимости Республики Казахстан. Крылатые тулпары с головного убора сакского воина были изображены на государственном гербе. Золотой человек является центральной фигурой монумента независимости на площади Республики в городе Алматы.